Привет, с вами снова канал Alive, меня зовут Карина. И мы сегодня выходим на прогулку. Вот такой вот встретили кустик, очень красивый. И я решила вам его сразу же показать. Такие яркие цветы. И соседний тут есть. Смотрите, какой красивый. С розовыми, более светло-розовыми цветами, а этот более темно. Такими яркими. Вот, мы сегодня прогуливаемся. На улице 29 градусов жары. А мы пойдем сначала книжечки для моей мамы получим в лабиринте. Я ей заказала крапивина, ее любимого. А потом пойдем, может быть, зайдем в буквоед. Ну, естественно, вместе с вами. Вот, мой муж Владимир, как всегда, со мной. Слышите, как птички чирикают? Прям очень хорошо чирикают, да? Соловушки. Вечереет, время 6 час вечера. Мы не решились днем выйти в такую жару. Это не логично с нашей стороны, было бы дуростью. Вот. Мы решили к вечеру дождаться. Тем более, что работы все равно много. И какая разница, когда ее вроде как сделаешь. Выпустили видео. Ну, естественно, со всеми поработали. Еще вечером работы много. Выпустили видео на канале Школа Таро Альвиен. И там объявили конкурс. Сегодня разыгрывается оракул рунический Валюспа. Так что, кому нравится, участвуйте. Вот. И потом решили уже после этого всего выйти. Ветра нет. Если дует, то он как благословение. Так, а это что там такое? Это пионы. А почему они упали? Возможно, из-за жары бывает такое. Да? Да, они сами тяжелые цветы. Но я надеюсь, что их никто не... Нет. Такие Это, красивые, безумно розовые пионы и прям упали. Жалко. Но сегодня, правда, очень жарко. Дома-то мы, конечно, приняли все меры. Вентилятор. Потом что еще? Вода, водичка, умываться. Сильно не одеваться, да? Что-то легкое. Кушать не хотелось весь день. Мороженку съели. А, еще булочку ели. Ну, вот так вот все. Потому что ничего не хочется от жары. Слушай, Вов, я суп выключила. Да. Ты уверен? Но ты же его говорила? Я не помню, чтобы я выключила газ. Вот как всегда, да? Когда выходишь из дома, и ты не знаешь, ты выключил газ или ты не выключил газ. Он не кипел в последний раз. Он точно не кипел. Ну, он не кипел вообще. Я его на очень медленном огне варила. Вот. Так, сейчас мне надо женщину записать на прием. Сейчас выключусь. Наша клумбочка в соседнем дворе стоит, как обычно. Тут тенечек, вот хорошо тут цветочком-то таким вот простым, всякой крапивки. Прям не клумбочка, а загляденье, конечно. И бузине хорошо. Сильно солнца тут нет, и все, и красота. И нам тут хорошо идти. Такой домик. Вот лабиринт. Как заказывать, да? Если у вас в городе есть пункты самовывоза, вы просто заказываете книжки, карты, поинтересуйтесь. И все, и потом придет ваш заказ, вы придете на ближайший к вам адрес, закажете и заберете. Очень удобно, если вот вам надо что-то. Цены там, естественно, дешевле, чем в буквоеде-то. В буквоеде еще не все есть. Но в лабиринте очень похабненько бывает, относятся к клиентам. В каком плане? Не отвечают. Вот у тебя есть какая-то проблема. Что-то или бракованное пришло там, или проплатить не удается. Что-то случилось, да? Всего, ты ничего не добьешься. Вот. Поэтому тут проблема, конечно, с таким магазином.
А так он, конечно, меня устраивает, этот лабиринт. Вот. Людей мало на улице из-за жары. Да, По той жарко стороне, очень. смотри, видишь? По той стороне все ходят, там тенечек, а тут солнышко. Тут никто не ходит. Там маршрут не рассчитали. Мгм. А мы там нам на эту сторону полностью, так мы как что? Мы не пойдем по той стороне, нам там никак. Мы можем в тенек здесь пройти, уйти. Но мне пока нормально. Пропускаем велосипедист. Смотрю на нашем канале Life. Стало много позитивных комментариев. Спасибо вам, дорогие наши, любимые наши зрители, подписчики. Кто пишет комментарии, кто ставит лайки, кто на нас подписан. Потому что для нас это вот очень важно. Мы прям читаем вместе комментарии и прям радуемся. Прям в ладоши хлопаем иногда, что кто-то отозвался, что кто-то написал, выразил свое мнение какое-то. Нам приятно. Спасибо большое вам. Мы благодарны. Нам пришла стойка из Китая для камеры. Ох, мы скоро, И может, будем ближайший- что-то снимать интересное. Ближайшая поездка на море, возможно, будет хорошая запись моря. Да. Посмотрим. Главное Пока доехать сложно до моря. будет, да. Может быть, получше станет ситуация. И мы поедем. Будем надеяться, что мы сможем поехать на море. Сегодня уже праздник. Сегодня День России. Мы вас поздравляем. Потому Те, что кто не живет в мало. России, мы поздравляем с Днем России. Желаем нашей стране процветания. И тепленьких денечков летом. Таких, как сегодняшний. Ну, раз моя бабушка теперь смотрит наш канал, бабуля, я передаю тебе большой привет, я тебя люблю. И Вова, да, тоже ты передаешь? Да, передаем привет. Нам было приятно узнать, что Бабушка даже смотрит, бабушка да. Мы очень смотрела рады. наше видео. Так что, бабуля, привет. Янтарик воды. Как сверкает прям. Жарко. Жаркенько. Так что мы давай вначале в буквоед зайдем. Нет, А вот как мы с книгами в лабиринт? Ну, можно положить. там чек будет. Пойдем сначала в лабиринт. Хорошо. Владимир Николаевич хочет в буквоеде купить канцелярский нож для хозяйственных нужд. А мы с вами позырим. Посмотрим. Да, проведем в буквоеде небольшую экскурсию. Можно будет сходить к книгам, там, глянуть, Да, может, да, что-то интересное. может быть, что-то и- вступления какие-то. Может быть, да. У них магазин достаточно интересный, вот этот центральный. Но он трехэтажный. Да. Конечно, интересный. Там море книг. Ну и всякая мелочь. Да. О, мне еще ремешок нужен. Я хочу сделать для камеры глушилку от ветра. Точно, точно. Мы давно Может быть, хотели. найду. Может, получится сделать глушилку от ветра. Это важно для нас, чтобы вы не мучились, когда нас смотрели и слушали. Люди все такие сразу тихие стали.
Идут так еле-еле развалочку. Народу мало. Все из-за того, что сегодня жарища. В основном, возможно, на морях. Может быть, и на море все уехали, точно. В принципе, да. Могут. Кола. Из пенопласта, конечно. Нет, это больше 2 бутылки. Рай для любителей колы. 10-литровая бутылка. Да. Конечно, это вредно. Ну да, но вкусно очень, конечно. Никто не сможет отрицать, что кока-кола это вкуснятина. Особенно в жару. Мешочек куда-то полетел по дороге. Машин-то даже мало, обычно пробка в это время. Сейчас вообще никого. Тут вот продают свадебные наряды. Смотрите как. Какие. Надеюсь, что-нибудь видно. Хоть что-нибудь вот так, может, видно. Красота. А тут шляпы. Ну, конечно, глянем. Буквоед всегда работает. Это сейчас Перчатки надо было взять, а не просто в перчатках приходить. У них съемка запрещена. Ну, я же не собираюсь им показывать, что я буду снимать. Да, хорошо. Зачем мы будем отчитываться? Там вообще практически никогда не бывает продавцов, не допросишься. Ходи себе, доходи. Подожди, а куда? Я посеял гель. А я же 15 раз вот сказала вроде как. Я его потерял. Как потерял? Вот так из кармана выскочил. Да не мог он выскочить, Вова. Так, все, мы подходим к лабиринту. И скоро снова будем на связи. Владимир Николаевич решил купить гель-антисептик в Тестилабе. Что? Вот такое вот. Сколько это стоит? Там мелочь. Сейчас гляну, я точно не помню. Ага, так он же льется. Да, попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давай это, я сейчас камеру выключу тогда. Все, мы пошли в буквоед. Сейчас пройдем буквоед. Не хотелось бы таким жидким дезинфицироваться. Что-то прям он... Очень чистый. Угу. Сейчас пойдем. Нашел? Да. Молодец. Хоть это после буквоеда будем нормально дезинфицироваться. Нет, но я Все, проходим. Вот мы идем на 2-й этаж сразу. Сейчас будем смотреть, где у нас канцелярский нож. Возьми мой телефон. Но я хочу просто товары показать. Хорошо. Так. Такие всякие штучки есть.
Это монетницы, 190 рублей такая стоит. Цены примерно одинаковые. Есть вот такие, 169. Всякие кошелечки. Вот такие кошелечки есть. 169 стоит такой. Вот. Всякие пушистики. Папки. Для всего, что только можно. Письма носить. Файлики свои складывать. Чего только нет. Даже есть вот такие вот блестящие по 110 рублей на молнии. Тут уже более большие косметички всякие. Вот, 590 рублей. И шкатулки. Бутылочки для питья. My Bottle. Они довольно тяжеленькие такие. 500 рублей. Термостакан написано. И их всяких тоже полно. Это у нас что? Тоже бутылочка, но в мешочке. Кружечки для трубочки. 295. Их тоже полно всяких тут. Богатый выбор. Подушечки. Такие. Облачко. Хорошенькая какая. Лошадка. Нет таких ремешков на личине. Нету. Себе присмотрел за 120 рублей вот такие вот стержни для пистолета наклеил. Угу. Поняла. Ух ты! А кто это такой? Мопсик. Мопсик. Сколько? 750. Ну, он так похож на мопсика, но мордочка как-то вот носик большеват. Может, какую-то игрушку Демиду присмотреть, чтобы он ее таскал, и такая более Не надо. тряпичная. Не хочу. Ну, как бы носки. Пусть он со своими носками играет. Такие почем? 490. Тут всякие папки тоже. Да, конечно, пойдем. Сейчас я все покажу сначала. Свою рамы для картин, для фотографий рамы. $275 рублей такая. Кисточки. А? Такие нет. Точно. Такие точно не нужны. Если я их на себя нацеплю, все волосы вырву себе и все. Мой рай блокнотики и тетрадочки. Обожаю. Вот эти стоят, значит, 169, 195. И вот черные листы. И ты рисуешь там белой ручкой или цветными. Есть тут такие котики. Такая сколько? 167. 165. Дом, милый дом. Там, где тапки. $150 рублей. О, очень известный сейчас дизайн. Сколько такая? Нету ценничка.
Тут куча пазлов. Вот это наклеечки для скраббукинга. О, это моя болезнь. 129 рублей лист таких наклеечек стоит. Что тут только нет. Прищепочки декоративные. Для бумажечек. Всякие веревочки. Все для того, чтобы ты был крутым домашним дизайнером. И вот такие вот браслетики можно делать. Тут, значит, маленькие пазлы для деток всякие. А тут у нас детские книжечки. Иллюстрированный атлас динозавров. Здоровенный. Мир динозавров. Атлас географических открытий. Ого! Дядюшка Скрудж и Дональд Дак. Сколько это стоит? 1150, боже. Это же великолепие книга. Ого! Обожаю. Можно я хоть сюда загляну, пожалуйста? О, это комиксы. Это куча комиксов в одной большой книге. Это фантастика. Как это круто. Вы не представляете. Обожаю. Дядюшка Скрудж. Маленькие книжки, большие. Вот это 999 рублей стоит. Тут есть Микки Маус. Затерянный в галактике. 937 рублей. А вот это комиксы, журналы. Дональд Дак. Мститель Дак. Возвращение. 799 рублей. Так, а тут что? Утиные истории. Боже мой. Боже мой. Это же фантастика. Давай ты поможешь. А тут у нас что? Гарфилд. Холодное сердце. Астерикс. Приключения Тинтина. Пираты Карибского моря. Остров сокровищ. Что тут только нет, ребят. Это так круто вообще. Вселенная Стивена. А это «Звездная принцесса», графический роман. Блин. Я попала куда надо, похоже. Ух ты. Стикеры. Специально для девочек. И что там? Нет, это просто вот, чтобы стикеры наклеивать, да? А, написано более 1500 стикеров, ничего не понимаю. А где они? Это вроде блокнот. Ну ладно. Так. Анкета для друзей. Вот рай для девчонок вообще. Мои секреты. У меня были такие книжки в детстве. Это вообще. Как мы любили. Такие тетрадки заводить, такие книжки заводить. Тут всякие трафареты. Мой личный дневник. Вообще круто. Ну все, я в детство в свое попала. Сейчас это, конечно, все гораздо круче выглядит просто. Фантастика. Отойди, Владимир Николаевич. Не мешай моему этому восторгу. Энциклопедия, космос. Так, тут что? У меня вот ребенок уже более взрослые комиксы любит. А я-то. Энциклопедия «Звездное небо». Атлас Вселенная. Ух ты. Динозавроведение. Ого.
Энциклопедия. Твоя первая энциклопедия. Поезда, тайны моря, корабли, пожарные, спасатели. Все есть. Все есть, ребят. Все для детишек, все только вот можно. Пойдемте дальше. Это очень круто. Я обожаю книжные магазины. Надеюсь, меня не выгонят вместе с моей камерой. Надо просто обходить тщательно всех, кто пытается меня спалить. Вот всякие игрушки. Для дома игры. У нас, кстати, несколько игр дома есть настольных. Мы играем с ребенком вообще часто. Ну, раньше играли, сейчас реже, потому что он растет. Тоже детская. Да, тоже детская. Я тоже хочу это посмотреть. Петсон и Финдус, блин. Вот это вообще вот крутые книги, честно. Есть же фильмы Петсон и Финдус, а есть книги, вот они 659 рублей. А есть Винни-Пух. Это добрые, старые, детские сказки, это круто. 650 рублей такая книга стоит. Причем Алан Милн и Борис Захадыр. Ребята, давай. А все о Томе Сойере, Гекльберри Финне. Это мое детство. И все о мумитролях. Мумитроли. Я фанат мумитролей, честно. Я знаю очень много о мумитролях, я их обожаю. Такая 859 рублей стоит книжка. Большая книга лучших сказок. Самая большая книга сказок. Почему мой ребенок так быстро вырос? Джек и золотая табакерка. Заставить его, что ли, посадить? Что ему 13 всего, скоро 14. Посажу его, пусть слушает. И всего Тома Сойера, и Гекльберри Финна, и Винни-Пуха всего будет слушать. Вот он будет орать на меня. Так, тут уже какие-то более взрослые, да? Супер странные. Девушка онлайн, статус свободно. Какие-то уже. О, Часодей. Это вот сага. Реально такая популярная коллекция книг. Сейчас, на данный момент. Приключенческая, детская. И Луна. Что написано, Вов? Лунастры. Тоже что-то новенькое. Ну, типа Гарри Поттера, мне кажется, вот что-то. Дерево лжи. Фрэнсис Хардинг. За нами следят. Так, вот «Страниц чудес». Какие красивые книги. За нами следят. Тут Гарри Поттер. Все, в общем, тут все есть. Можно часами ходить, как приручить дракона. Да. Потрясающе. Мы в следующий раз пойдем в основной зал. Это так Это... мелкие. А я сбегаю в основной зал, пожалуйста. Или нельзя? Ну, давай. Ну как вот вроде как. Я очень быстро. Хочу показать. Так, проходим. Вот это вообще рай. Тут все разделено на категории. В общем, это графические романы. Это уже комиксы, но для взрослых детей. Там Бэтмен, Дэдпул, весь Марвел здесь вот он. Сорвиголова, все-все-все. То есть вот такие вот крутые большие книги просто. Дальше. Дальше мы видим зарубежная проза. Российская проза. Ну, это все классика. Тут все российские такие авторы. А есть российский детектив. И тут вся Устинова. Вот она. Вот вы в раю Устиновой. Все детективы. Жизнь по слухам одна, и все. И вот все это разделено на такие вот категории. Если вы попадете в такой магазин,
Вот сейчас нам уже надо идти, Владимир Николаевич, работа подоспела. Но если вы зайдете в такой магазин, это очень вам понравится здесь, конечно. Здесь есть абсолютно все. Мы потом продолжим нашу экскурсию, как только представится еще какая-нибудь возможность. Сейчас уже нам нужно уходить, очень жарко, конечно. Я бы еще говорила бы здесь в магазине, рассказывала бы, показывала. Потому что мне очень нравится. Я люблю книжные магазины, это безумие. Красочки, все есть. Тетрадочки. Меня уводят. Вот так. Это блокнотики. Все, пока. Идем срочно домой работать. Эх, не хватило мне походить по буквоеду. Я бы с удовольствием и дальше ходила. Но в следующий раз покажу вам больше полочек. А сейчас у меня возникла большая такая в голове идея купить себе комиксы Скрудж Макдак. Это для меня теперь идея фикс. Утиные истории. Это очень круто. На улице сегодня очень-очень жарко. Мы сейчас уже будем бежать, поэтому всем пока. Надеюсь, что вам понравилась хотя бы маленькая экскурсия в буквоед. И мы обещаем вам, что сделаем большую экскурсию в буквоед. Вот так. До новых встреч. Это огромное дерево. Это бузина только, да? Бузина? Да. Только она просто огромная. Ну-ка, поближе подойду. Это точно бузина, Вов? Похоже, да. Блин, такая большая вообще. Так красиво цветет. Ура! Пойдем дальше. Я вообще очень люблю цветущие деревья. Извиняюсь, я уже попрощалась и снова делаю зарисовку. Потому что я ее увидела и прям у меня такой... Ага, ничего себе, какая бузина огромная. Я очень такая удивилась. Так что мы идем дальше просто. Всем пока. Снова пока.